краю прошили. Получилась у нас такая, как беретик у нас получился, да, вот такой. Вот такая штучка получилась. И сюда кладем синтепон. Вот так прям кладем сюда синтепон. Не жалеем его, чтобы он у нас был плотный. Нитки, ткани, пух и хорошая моторика. Сегодня юным мастерицам предстоит вручную создать тыкву. Овощ этот стал знаменитым не только благодаря Шарлю Перро и его Золушке, для которой фея превратила продукт в роскошный экипаж. Этим же прообразом воспользовалась и Айсет Газдиева. Она назвала свою книгу «Золотая тыква». Детская писательница, ведущая сегодняшнего мастер-класса. Это интерьерная тыква. Она красиво смотрится в интерьере, и детям очень нравится. К тому же, отмечает мастерица, шить такое изделие можно минут за 15 даже новичку. В этом убедились и юные участницы мастер-класса, вооружившись всем необходимым. Работа несложная, делится Дарья Хашиева. Она шьет изделие в первый раз. Я взяла ткань, обрезала ее и вот так вот по кругу сшила, и там внутри засунула вот такую вот штуку. И сейчас я вот так вот ниткой по кругу вела, и у меня получилась вот такая вот. Там еще надо немножко доделать, а потом получится тыква. А вот Аделия Курскиева управилась еще раньше. Тыкву ей шить не приходилось, однако дома есть немало созданных ею других поделок. Я занимаюсь рукоделием. Вязание, шитье, бисероплетение. А на такие мастер-классы часто ходишь? Нет, я первая на мастер-классе. И как тебе мастер-класс? Нравится? Такие мастер-классы Айсет Газдиева с детьми проводит часто. Рукоделием член Союза писателей России и заслуженный деятель культуры Ингушетии увлекается с детства. Из-под рук умелой мастерицы выходят не только поделки из ткани, но и домики в миниатюре, а также куклы. Увидеть их дети могут тут же, на небольшой выставке. Плюс ко всему, мастерица художник-любитель. Иллюстрации к своим произведениям она делает сама. У меня все по вдохновению. Приходит какая-то картина, я могу картину нарисовать. Приходят стихи, я пишу стихи. Проза, естественно, я над ней тоже занимаюсь. И вот это все, это внутренняя какая-то потребность. Невозможно заставить сделать что-либо, да, когда этого не хочу делать. Все, что делаю, я делаю только с желанием. На мастер-классе присутствуют и мальчики. И пусть брать в руки они иголку не стали, помогли девочкам в работе. Из небольшой веревки сделали вот такие хвостики для будущих тыков. Готовые поделки девочки унесут с собой, не останутся без подарков и подмастерья. Я просто веревку резал, я еще тыкву не шил на самом деле. Мне ее подарили просто. А что ты будешь с тыквой делать? Подарю дома маме. Такие мастер-классы в Музее изобразительных искусств Ингушетии проводятся часто. Доступны они для обладателей пушкинской карты. Сегодняшнее мероприятие под названием «Золотая тыква» приурочили к Международному дню музеев. Благодаря этим проектам мы приобрели своего постоянного зрителя. Особенно нас радует то, что к нам подключились и посетители младшего возраста. Для каждого возраста планируются такие мероприятия, такой план, чтобы было сделать несложное и сложное изделие. Музей планирует продолжать череду таких же мастер-классов и других творческих мероприятий. Благодаря пушкинской карте, отмечают сотрудники, сюда потянулась и молодежь региона. Это лишний стимул для работников создавать новые проекты, чтобы разжечь интерес к искусству у юного поколения. Дана Плиева, Сулейман Костоев, Новости 24.